Потому что Кыргызстан практически ничего не производит. И чтобы купить ту же обычную бытовую технику, ее нужно купить в каких-то других странах. В том же Китае. Все мы прекрасно понимаем, что международной валютой обмена товаров является доллар. И если ты даже хочешь привезти свою микроволновку и купить ее, ты должен ее купить в Китае, привезти сюда и продать. Вот и все. Ну тут, дураку понятно. Я не знаю, там, что сейчас за депутаты, которые не понимают каких-то элементарных экономических вещей. Ну, вот и все, даже я не знаю, там, даже такой вопрос, но настолько глупый, и я даже, это, ну, знаете, это уровень школьников, честно говоря. Ну, это все понятно, мы практически ничего не производим. А чтобы что-то приобрести, чтобы на что-то жить, даже тот же бензин мы же не производим. Его нужно купить где-то, хорошо. Покупаем мы его за международную валюту обмена доллар. Ну как можем от доллара отказаться? Что за глупость такая? Соглашение есть, конвертации СОМа безналично в Китае, либо юаня у нас и так далее. Какие-то соглашения. Я, например, таких не знаю. Мы закупаем товар в Китае и платим только долларами. Они не хотят даже получать своими юанями безналичными. Или даже СОМом безналичными. Они говорят, нет, нам давайте доллар. Вот у них все цены в долларах по курсу. Все. Как бы там, почему это? У нас нет каких-то соглашений таких, да, о том, что даже, они не могут с Киргизии принять безналичный юань. Внутри, например, ЕАЭС очень много контрактов в рублевом эквиваленте, я вам скажу. Очень много контрактов. И в основном вся продукция российская, которая приходит на кыргызский рынок, она идет, покупается за рубли. А товар, который продается в Россию, с Кыргызстана, тоже продается за рубли. Например, между Кыргызстаном и Россией практически рублевые контракты. Мы же не можем только все покупать у России. Россия тоже практически ничего не производит, к сожалению. А как оказалось. Все, что производит Россия, оказалось, не Россия производит, а производят международные компании, которые там открыли свои какие-то филиалы. Значит, мы должны покупать что-то другое опять в других странах. Много покупаем в Турции, много покупаем в Китае. Мы покупаем оборудование в Турции. Извините, цена в долларах. Вот я беру кредит, сейчас буду конвертировать, отправлять там в Турцию, покупать оборудование за доллары и везти в Кыргызстан. А по-другому мне Турция не продаст. Что мне продаст? За российские рубли или за кыргызские сомы? Смешно же, правильно? Мы в едином экономическом пространстве. И в Турции мы привязаны к рублю. То есть, как будет вести себя рубль, так же будет вести себя сом. Почему? Объясню. Если будет рубль стоить дешевле сома, то вся наличная валюта перетечет в Россию. Россия будет скупать у нас наличные доллары, а мы этого допустить не можем никак. Вы сейчас же знаете, что продажа наличных долларов и евро запрещено в России в связи с санкциями. Да. Что будет делать Россия? Она будет искать эти доллары в соседних странах, в Армении, Казахстане, в Киргизии, правильно? Если им будет выгодно, они будут их скупать здесь. Чтобы этого не допустить, значит, должны по-любому выровнять рубль к сому. А чтобы выровнять рубль к сому, значит, они должны будут держать курс доллара так же, как российский. Вот будет российский стоить 130 рублей доллар, и сом будет стоить 130 сом доллар. 1 к 1 будет. Не может быть возврата. Вот, поймите, мы привязаны к рублю жестко. Мы, честно говоря, с Россией вместе в этой экономической за***е. Все, я вам скажу, к концу марта минимум 115. Это минимум то, что я ожидаю. А все 120 и 125. Сом будет привязан к рублю 1 к 1, по-любому. Раньше хоть было чуть дешевле сом стоил, 1 сом 10 тысяч за рубль. Сейчас хотя бы вернуть 1 к 1, чтобы не было утечки долларов отсюда, вы понимаете? Иначе будут скупать здесь доллары. У Кыргызстана нет столько долларов наличных. Конечно, скупают, вы не представляете, как россияне. Вы знаете, сейчас на черный рынок в Москве какой сейчас доллар стоит на черном рынке? 400. Черный рынок Москвы сейчас 400 рублей доллар. Вы можете представить себе? Самое в этом главное, да? Все рвануло в цене в 2 раза, но зарплаты, пенсии и все остальное остались на прежнем уровне. То есть население за 2 недели просто обнищало жестко.